пока закрыт завод. Если они официально не запускают его, отравят людей, очистки нету. Зачем они травят? Завод официально не работает. Почему они травят людей? Пусть сделают полнейшую очистку, пусть поставят котлы, которые будут сжигать эти газы вонючие, а потом запускают завод. В конце концов, построили, пускай работает завод. Но пусть работает он качественно, для людей, для народа, но не против народа. Что они деревню Якимов-Слобода сделали долиной смерти. Ой, с детьми нехай выскакивают. Дело в том, что мы переехали недавно, у меня 2 детей. Мы с детьми ездим гулять, чтобы погулять вот с маленькой девочкой, мы ездим гулять в Светлогорск, потому что здесь невыносимо и невозможно. Вчера это просто, если бы не пластиковые окна, которые стоят в квартире, я не знаю, мы бы просто, я не знаю, что мы делаем. Не помогает, но оно как бы все равно немножко уплотнено. Сейчас уплотнили двери. Вонь стоит такая, что некуда от нее деться, просто некуда. Я боюсь за своих детей. Деться нам некуда. То есть у нас здесь единственное жилье. Я нахожусь в декретном отпуске. Мы, конечно, не бедствуем. Ну, простите, а что теперь делать? Здесь квартиры продать невозможно, они никому не нужны. Ни за $2000, ни за 5000, ни за сколько. Что теперь делать? Куда деваться? Маленькие дети, как им расти? Ребенок ходит в школу в городе, и ребенок мой младший пойдет в садик тоже в городе, потому что здесь это смерть. Жить негде, что делать? Вот скажите, как можно было по всем везде, читаешь в интернете, в газетах, что ничего не превышает, все в норме, прекрасно, ничего не воняет, у всех все хорошо. В конце концов, давайте, господа проверяющие, приедут к нам, вот, пожалуйста, к нам пусть придут, поживут недельку хотя бы, ночью, пускай понюхают, пускай замеряют, и пускай тогда нам скажут, да, вот так вот соберут, тоже и скажут. Своих детей и внуков привезут, конечно, и скажут, в конце концов, деревня, что теперь всем нужно, умереть, что ли? Чтобы что-то начало действовать, двигаться и что-то начали делать. Дорогие слободчане, здраво все в грустном, да грустном. Давайте наоборот скажем спасибо властям нашего района, Тише, района, области и всему правительству за то, что дали нам рабочие места, построили такой прекрасный завод, от которого я ночью дышать не могу. Давайте скажем спасибо им за то, что к марту месяцу они провели газовые трубы прямо в каждый дом, чтобы не дышали воздухом, а прямо дома дышали им. Я большое спасибо скажу, что к марту месяцу, надеюсь, к выборам мы придем к такому знаменателю. Раз нашли деньги на такой завод, пусть найдут и на трубу, чтобы мы далеко не ходили. Я уже знаю, что с рабочих мест люди не могут дойти домой назад. В детском саду вызывают скорую. Все хорошо, все показывает хорошо. Ну так где же тут справедливость? Как можно жить дальше? Спасибо. Имя и прозвище. Наконец деревни приезжают тоже с коляской. Я с коляской назад домой, потому что с грудным ребенком я не могу прогуляться. Внуки мои сейчас ко мне не приезжают, потому что им это невозможно. Сегодня ночью я с вами приеду, чтобы проверить форточку. Он сумасшедшая, такая просто берет город прямо дорогу. Вы знаете, это же невозможно. Построить завод прямо у нас. Так сделайте какие-то нам фильтры. И не делайте нам что-то, чтобы мы как-то дышать могли. Сейчас лето идет, мы все переживаем. Смотрите, сколько у нас прошло народу. Это не жизнь. Людка, это ты же это лето фабрики, овощная и фабрика, работают люди. Да. Дышат этой гадостью, выпускается продукция. Вы понимаете или нет? Что-то все пахнет, это люди едят. Это экология. Зачем? Где это демография? Почему он быдлый нас считает? Вот и сегодня уже все нормально. Здоровье мы не купим. На что похоже, а? Люди пожили по 60 лет, а наши дети не проживут.